В эфире Абхазского телевидения итоговая информационная программа «События недели», в студии Ирина Аршба. Здравствуйте. В нашей программе мы вспоминаем наиболее яркие события уходящей недели, обсуждаем их с экспертами, подводим итоги. Главное событие не только минувшей недели, но и, пожалуй, всего последнего периода – окончание выборной кампании и вступление в должность вновь избранного главы государства. Официальная церемония инаугурации президента Республики Абхазия состоялась в столице 9 октября. Мероприятие государственного масштаба прошло с участием высокопоставленных гостей из-за рубежа. Подробно о церемонии и об атмосфере, царившей в Абхазии в этот день, расскажет Амелия Бисмарк. Перед тем, как официально принять на себя обязанности руководителей страны, Рауль Хаджинба и Аслан Барцыц возложили цветы к мемориалу памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Церемония инаугурации, назначенная на 12 часов дня 9 октября, началась вовремя. Право вести ее, согласно закону, было предоставлено спикеру Народного собрания Валерию Кварчия. Позвольте от имени всего нашего народа сердечно поблагодарить всех друзей Абхазии и выразить уверенность в нерушимости тесных, плодотворных братских отношений между нами. Церемония вступления в должность избранного президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджинба объявляется открытой. В Большом зале заседаний Кабинета министров перед огромной аудиторией гостей и граждан республики вновь избранный президент принес присягу на Конституции Абхазии. Рымац аура ишазыскуа. Сыжлар и рымтана снабачи yiqalo амчра хынткарра а конституция ехати уи амш уацти уи апейпш рыхчерызы схы ишасырхо. Жлар рылых соайт ипшо абрехаккы сацхацны саныгала. Ян шаду сухойт. Сыпсадгилы суажлари рымац аурачы амчре алшары сутарц. Из рук народного избранника Валерия Кварчия Рауль Хаджинба принял традиционные атрибуты президентской власти. Полноправный президент обратился к собравшимся с торжественной речью. Дорогие друзья, вновь вступая в должность президента Республики Абхазия,
Я осознаю возросший груз ответственности перед народом за дальнейшую реализацию начатых реформ и позитивных изменений, доведение их до очевидных всем результатов. Я хочу призвать всех, каждого из нас, не спрашивать, что Абхазия может сделать для вас, а спросить, что каждый из нас может сделать для Абхазии. Нам необходимы квалифицированные кадры, нужны новые, яркие, прорывные идеи. Мы пользуемся абсолютной поддержкой Российской Федерации. В рамках реализации договора о союзничестве и стратегическом партнерстве достигнут значительный прогресс в сфере социально-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития инфраструктуры, укрепления общего контура обороны и безопасности, совместных внешнеполитических усилий, взаимодействие в области культуры, науки и образования. Укрепляется договорно-правовая база абхазо-российских отношений. Сегодня мы активно работаем над развитием морского и воздушного сообщения между двумя странами. Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим. Поздравить главу государства и народ в Абхазию приехали высокопоставленные гости. Среди них первые лица стран, руководители различных ветвей власти иностранных государств, видные общественные, политические, культурные и научные деятели. Уважаемый Рауль Джумкович, уважаемые граждане Абхазии и гости республики, дорогие друзья, искренне рад возможности и чести быть в этот исторически ответственный для Абхазии момент рядом с моими абхазскими друзьями, чтобы от имени Южной Осетии приветствовать и поздравить вас с вступлением в должность избранного главы государства. Народ вновь доверил полномочия президента Раулю Джумковичу Хаджимба. Голосование на состоявшихся выборах подвело итоги его деятельности, показав, что большинство избирателей, как и прежде, связывает с его именем перспективу дальнейшего поступательного развития страны. В Абхазию прибыла заместитель председателя Государственной Думы России. Ольга Тимофеева поздравила главу государства и народ республики от руководства Российской Федерации. Признав 11 лет назад, в августе 2008 года, независимость Абхазии, наша страна гарантировала безопасность и суверенитет республики. Мы содействовали поступательному социально-экономическому развитию страны. С нашим участием в Абхазии реализуются многочисленные масштабные инвестиционные проекты «Так будет и дальше». Республика Абхазия прошла очень большой путь в становлении государственности, институтов власти, развития национальной экономики, международных связей, науки, культуры. Со своей стороны Россия продолжит оказывать братскому абхазскому народу содействие в решении актуальных задач в экономике, обеспечении безопасности в регионе Южного Кавказа, укреплении международных позиций республики. Желаю вам, уважаемый Рауль Джумкович, новых успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья, благополучия, всему абхазскому народу и каждому из вас, сидящим в этом зале, мира и процветания. Сегодняшний этап очень сложный. Новые вызовы, их очень много, поэтому большая просьба, как избранный президент, никогда не теряйте обратной связи с людьми. Это сегодня самое важное – слышать каждого. И постоянно сверяйте с ними свои часы. Друзья, еще раз, каждому из вас благополучия, а республике мира и процветания. Пусть так и будет. Дата 9 октября 2019 года вошла в историю страны как значимый и очень ответственный для народа день. Время выборов завершилось, теперь время работать. Президент вступил в должность, а вся страна должна встать ему на подмогу, чтобы продолжить поступательное движение вперед к заранее намеченным целям. Безусловно, с этим событием связаны большие надежды народа Абхазии. И не только народа Абхазии, а наших друзей тоже на еще более лучшую жизнь, на развитие, социально-экономическое развитие, на дальнейшее обеспечение безопасности, порядка. Я хотел бы поздравить президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба с избранием на второй срок и пожелать ему здоровья и больших успехов на благо Абхазии, на благо его многонационального народа. А также всех нас с окончанием
избирательной кампании. И завершением желаю всем нам тоже удач, благополучия, спокойствия и аидгулара. На церемонию вступления президента в свою должность из Ткварчала приехала школьный педагог Рауля Хаджинба. Валентина Давыдова пожелала главе государства терпения и крепкого здоровья. Наш земляк второй раз получает этот пост в результате большинства населения, которое его поддержало. Всего доброго тебе, самого наилучшего, мой любимый ученик. Поддержать Рауля Хаджинба в этот сложный и ответственный день из его родного города прибыла целая группа людей с добром и почетом. Они говорили о президенте. То желание, которое мы хотим передать с города Ткварчала, город-герой, от всех жителей города Ткварчала, поздравляем мы его, крепкого здоровья ему, чтобы он достойно, вот это что наш народ выдвинул его, достойно с крепким здоровьем встретил его. Что касается приглашенных гостей, то многие дружественные нашей стране республики с учетом значимости события решили отправить в Абхазию крупные делегации. Народ Абхазии хочется прежде всего поздравить с правильным выбором, поздравить с успешным завершением избирательной кампании, а президенту хочется пожелать, чтобы его постоянно и во всех его начинаниях точно так же поддерживал народ Абхазии, чтобы у него были все возможности оправдать их ожидания. Хотелось бы пожелать, чтобы сегодняшнее событие стало началом преобразований, положительных преобразований в Абхазии. Хочется пожелать народу вашей замечательной страны процветания, долголетия. И я надеюсь, что сегодняшнее событие станет залогом продолжительных и теплых отношений с Луганской Народной Республикой. Своим долгом быть в Абхазии в этот день посчитали и братья-осетины. Вместе мы свидетели становления абхазского государства. И сегодня в очередной раз мы свидетели того, как Абхазия идет по пути развития демократических институтов. Мы думаем, что те давнишние традиции между абхазским и осетинским народом, они будут еще крепче, благодаря личному авторитету Рауля Джумковича. И мы со своей стороны тоже надеемся, что эти связи будут еще крепче. Многие иностранные гости высказывали свои пожелания о расширении сотрудничества с Абхазией. Данный факт подтверждает потенциальный экономический рост республики. Интерес к нашей стране увеличивается с каждым годом, а представители различных стран стремятся поддерживать хорошие партнерские отношения с Абхазией. Они открыто выражают свои мнения на подобных международных встречах. Что касается авторитета, то в мировом сообществе его неоспоримыми гарантиями принято считать развитие в стабильном контексте. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Алексей Агухава для событий недели. На следующий день после инаугурации президента Кабинет министров Абхазии ушел в отставку. Заседание членов правительства под председательством Рауля Хаджинба состоялось 10 октября. На нем было принято коллегиальное решение о сложении правительством своих полномочий. В течение 3 месяцев президент должен представить нового премьер-министра. Затем глава правительства представит президенту предложение по персональному составу Кабмина. Я выражаю благодарность всем тем, кто работал и делал очень значимую и качественную работу все эти годы. Были и недостатки. Мы их не скрывали. Мы говорили о том, что у нас многое, что предстоит сделать. Впереди задачи самые сложные и непростые. Наши возможности достаточно серьезные. И достаточно серьезно нам нужно с ними работать. Ресурсов хватает, просто нужно правильно заниматься построением соответствующих работ для того, чтобы все эти возможности складывались бы в нашем бюджете. Перед новым составом Кабинета министров стоит задача активно начать реализовывать все те задачи, которые мы ставили перед собой. 11 октября с рабочим визитом в республику прибыла делегация Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по обороне и безопасности. В тот же день с членами делегации встретился президент Абхазии Рауль Хаджинба. Глава государства поприветствовал гостей и отметил значимость сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в сфере обороны. В свою очередь руководитель делегации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин отметил добрососедство
доброжелательность населения к российским военнослужащим и поддержку со стороны руководства Абхазии. С представителями Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации встретился и спикер парламента Валерий Кварчия. Межпарламентское сотрудничество – одно из важнейших направлений стратегического партнерства. Тем более, что Абхазию и Россию связывает общее историческое прошлое. Российские депутаты прибыли в республику в рамках работы осенней сессии Совета Федерации. Помимо встреч с руководством страны, представители профильного комитета посетили военные базы Министерства обороны России, расположенные в Абхазии. Главная задача, конечно же, встретиться с руководством республики, посетить базу военную, встретиться с военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации, пограничным управлением. Ну, как обычно, законодатели осуществляют мониторинг законодательной деятельности, действия законов принятых, результативность, изучение принятия, наверное, каких-то дополнений, изменений в действующие законы. Спорных каких-то вопросов, очень проблемных, мы не выявили. У нас развивается очень такое плодотворное парламентское взаимодействие. Мы этим взаимодействием удовлетворены. 11 октября в Абхазии отметили День вооруженных сил республики. 27 лет назад, 11 октября 1992 года, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление о создании Министерства обороны, вооруженных сил и Генерального штаба. По традиции торжественные мероприятия по случаю создания вооруженных сил Республики Абхазия начались с возложения венков к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Ишера и к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы в Сухуме. Затем в Министерстве обороны состоялось торжественное собрание с участием президента Рауля Хаджимба и спикера Народного собрания Валерия Кварчия. Поздравляя военнослужащих с праздником, Рауль Хаджимба подчеркнул, что вооруженные силы Абхазии были и остаются гарантом национальной безопасности, а укрепление армии и ее оснащение современным вооружением в приоритете у государства. Я искренне поздравляю вас с этим знаменательным днем. Для нас очень важно начать активную работу по модернизации нашей армии. Сами мы многое что сделали за этот период. Мы на сегодняшний день одна из самых мобильных армий. Жизнь показала, что мы умеем воевать, что мы можем создавать возможности для того, чтобы не допустить прохождения противника на нашу территорию. И мы не раз это доказывали. Сегодня есть другая уже задача. Армию надо оснащать современным вооружением, создавать условия проживания наших военнослужащих, создавать условия для того, чтобы то, что есть в арсенале абхазской армии, было бы сохранено и приумножено. В этом нам как раз-таки способствуют российские военнослужащие, сама Россия. И мы сделать все должны так, чтобы с достоинством перенять все то, что нам дают в качестве и военной, и финансовой помощи. Акту о государственной независимости Абхазии исполнилось 20 лет. 12 октября 1999 года парламентом республики по результатам общенационального референдума, состоявшегося 3 октября 1999 года, где 97% населения Абхазии выступило в поддержку проекта Конституции, принятой 26 ноября 1994 года, был принят документ, который закрепил стремление народа Абхазии к строительству независимого государства. Документ был принят Верховным Советом и обозначал правовые основы независимого государства Республики Абхазия. Официальными структурами Австрийской республики зарегистрировано Абхазо-австрийское общество, сообщает пресс-служба МИД Абхазии. Целью создания данной организации является содействие в развитии отношений в области культурного и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Австрийской республикой, а также донесение объективной информации об Абхазии в области истории, культуры Абхазии, образования, туризма и других сфер. В ближайшее время планируется визит представителей Абхазо-австрийского общества в Республику Абхазия для проведения ряда встреч с представителями министерств и ведомств. В столице Баварии Мюнхене прошел Международный инвестиционный конгресс, в котором впервые приняла участие Абхазия. Инвестиционный потенциал нашей страны на этом престижном форуме представил председатель Госкомитета по государственному имуществу и приватизации Вахтанг Пипе. Вахтанг Ахрович сегодня гость нашей программы.
Вахтанг Ахрович, совсем недавно вы вернулись из Мюнхена, где принимали участие в Международном инвестиционном форуме, и Абхазия была впервые представлена на такой площадке. Расскажите нам о самом форуме и о вашем участии в нем. Да, мы впервые были приглашены, были и в прошлом году, но по некоторым обстоятельствам я не смог принять участие. В этом году мы приняли это приглашение, и я участвовал в этом традиционном, таком очень престижном форуме Международный конгресс в Мюнхене, который проходит в Нимфенбургском дворце. Это исторический памятник, в котором проходят культурные, экономические, политические встречи важные. Он считается таким престижной площадкой экономической. Значит, участвовало из 29 стран мира, более 200 участников конгресса было. Очень напряженный график работы. 3 дня были прям насыщены, прям с утра до глубокого вечера. Вот. И на 4-й день еще культурная программа была, связанная с традиционным мюнхенским Оберфестом. Это вот выставка пива, все, что к нему прилагается. На форуме, да, мы выступили. Я выступил с презентационным таким материалом. У нас был видеоматериал, плюс мне было предоставлено 10 минут речи, и я с ним выступил. Потом было много вопросов. Какого рода были вопросы в основном? Вы знаете, нас просто не знают. Какие у нас инвестиционные возможности в Европе, не знают, не слышали. Были случаи, когда даже мне приходилось на карте показывать, где находится Абхазия. То, что Абхазия является воротами для Кавказа Южного, то, что Абхазия является вообще 240-километровой омываемой Черным морем, обо всем этом мне приходилось рассказывать, и что в Абхазии есть очень большие перспективы инвестиционные в плане налогообложения, в плане природного, климатических возможностей. Да, немцы хорошо знают об Абхазии по нашей воде. Очень интересовались нашими ресурсами, водными ресурсами. Это, наверное, для нас самое большое богатство, которым мы должны очень правильно и дальше все это расставлять акценты. Ну, вам, наверное, известно, нашему народу известно, что во время войны нацисты очень интересовались водой Рицы. И, по всей вероятности, это все осталось наследство. Вот, сегодня немцы мне задавали очень много вопросов по нашим рекам. Живую воду искали. Ну, по всей вероятности, мы обладаем живой водой во всех наших горных реках. И все это там содержится. Что касается общего климата, вот к нам оно оказалось очень теплым. Даже в конце, во второй части работы Конгресса шло награждение, презентовали там кто что, участвовали и компании, транснациональные большие компании с России, такие как «Газпром», европейские компании очень мощные. Мы помимо этого посетили завод «Мерседес». Это тоже входило в культурную часть Конгресса. Что касается общего фона представления стран, да, мы оказались в числе тех, кто лучше всех смог презентовать свою страну. Это тоже радует. И вопросов было очень много вперед от официальной части Конгресса. И в неофициальной части еще больше вопросов. Все подходили, спрашивали, что такое Абхазия, почему Абхазия является налоговым раем. Мне удалось преподнести как есть, что у нас законодательство под собой подразумевает, что на всей бывшей территории Советского Союза самое льготное налогообложение в Абхазии, и мы можем создавать конкретно для каждого серьезного большого проекта, плюс еще налоговые какие-то преференции. Вот.
И многие это восприняли очень хорошо. И если подводить такой некий итог да, вашего участия в этом форуме, что вы можете вот основное выделить? Насколько Абхазия была интересна для стран-участниц этого форума и какой все-таки итог всей вашей работы? Уже много звонков, интересов, и я знаю, что к нам скоро должны подъехать и со своими проектами. Ну, правда, сейчас грандиозных проектов никто не обещает, но какие-то возможности, какие-то там создания каких-то малых предприятий, возможно, будут обсуждаться в ближайшее время. Виноделие, да, очень важная сфера, которой интересуется Европа. Вот компании, которые были представлены там. Думаю, что полезные ископаемые очень интересные будут. В сфере услуг, вот в курортной сфере, есть услуги, которыми мы не пользуемся, а они у нас есть. И это второе, третье, и самое важное, на мой взгляд, строительные материалы, которые мы завозим сегодня в страну, очень дорого производятся в других странах. Мы их можем разрабатывать здесь. Вот такого плана проекты мы рассматривали. Что касается других возможностей создания технопарка, это мы более серьезно обсуждали. Есть там предпосылки того, что Абхазия, ну, с учетом вот налоговых преференций, в Абхазии нужно создавать и технопарк. Это очень важно, это очень востребовано. Я пообщался там с представителями одной очень серьезной компании с Лондона, да, транснациональной компании, в которой работают больше 10 тысяч работников. Но я когда спрашивал, а где они размещены, я их руководитель, вот это президент этой компании, он говорит, я даже не знаю, в какой стране и где они сидят. То есть мир стал глобальным, люди работают на кого-то, да, удаленно друг от друга, и все это очень комфортно и с очень высокой доходностью для страны и для этих работников тоже. Но это очень интересные проекты, очень современные, очень продвинутые, и мы сегодня зациклились только в нашей стране, мы обсуждаем только курортную сферу, только сельское хозяйство, ничего подобного. Мир ушел далеко вперед. Мы должны догонять, мы должны ускорять процессы формирования вот новых проектов касательно IT-технологий и всего остального. Там были презентованы, я так понимаю, много инвестпроектов было презентовано, и каждая страна предлагала что-то свое. Что для вас было особенно интересно? Может, вы можете выделить какой-то проект или рассказать о нем? Вы знаете, как говорится, глаза разбегались от этих проектов, от презентаций разного рода проектов, которые осуществляются в некоторых странах мира. Ну, как нам известно, Европа, ну, она уже как бы далеко, почти в 22 веке, да, и мне было интересно ознакомиться со многими. Я вам скажу, вот с утра до вечера с разными людьми за эти 3 очень насыщенных дня я, в принципе, охватил, ну, думаю, что больше 70% информации того, чего там могло быть представлено. Представлено очень много интересных проектов. Я сейчас говорил об IT-технологиях. Помимо этого, возвращаясь к тому, что мы всегда говорим, это сельское хозяйство. В этой сфере у нас много возможностей, потому что у нас климат, природа позволяет без особых энергоресурсов идти на другой уровень создания сельхозпредприятий. Что касается энергетики, мы опять-таки видим, что в мире уже экологически чистые производства, имеется в виду производство генерирующих станций, производство электроэнергии. Ну, в этом плане тоже много интересных проектов. То есть тут масса инвестиционных проектов, где мы можем участвовать очень активно. Европа, на мой взгляд, заинтересована в Абхазии вот в плане создания здесь вот и налоговых каких-то вот преференций, используя вот этих налоговые преференции, мы должны здесь иметь вот
подобного рода серьезные проекты. Учитывая, что Мюнхен — это Европа, а Европа как бы не это признает, центр Европы. Да, Европа не признает статус Абхазии. Вот в этой связи вот не было у вас каких-то проблем в работе? Я в большинстве случаев общался с русскоязычными представителями бизнеса. Они во всей Европе, они во всем мире уже, и они заинтересованы в расширении своего бизнеса. Они не стоят на месте, у них пустого дня, как говорится, времени нет. Они занимаются расширением своего бизнеса. В основном принимали участие молодые, очень амбициозные, очень перспективные проекты преподносили. Я помимо вот производственных, помимо других строительных новых технологий, которые преподносились, дизайнерские очень важные моменты были, очень интересные проекты итальянцы выставляли, вот выходцы из бывшего Советского Союза. Восточная Европа очень была представлена, Польша, Чехия, Словакия, Словения. Ну, Белоруссия, вы знаете, Белоруссия очень интересной страной стала. Мы пообщались там с некоторыми представителями государственных органов Беларуси, моих коллег, как говорится. Мы с ними тоже наладили очень хороший контакт. Думаю, что будем иметь в этом плане тоже перспективу экономическую. Я подчеркиваю, мы там не рассматривали каких-то политических шагов дальнейших. Там, мы в основном делали акцент на развитие экономических взаимоотношений. И мое вот предпочтение — это экономические связи, а потом уже политические вдогонку будут. Конечно, когда, естественно, экономика строится на политических взаимоотношениях, не наоборот. Да? И думаю, что мы к этому обязательно придем, к положительному результату. Вот финны нам предлагают очень интересные дела. Вообще скандинавские страны очень перспективные, очень важные в плане расширения бизнеса, инвестиционные проекты. И потом мне показалось, что в этих компаниях есть ресурс для того, чтобы создавать здесь какие-то возможности дальнейшего развития. Условия созданы, интерес есть. Постоянно делегации приезжают к нам, предприниматели, люди, которые занимаются бизнесом, им все нравится, они подписывают документы, о намерениях, по крайней мере, соглашения подписывают. Но вот что-то мешает, все равно не идут инвестиции в страну в таком объеме, в котором хотелось бы. Я скажу, в чем причина? Ну, первая причина, конечно, вот эта санкционность, под которую мы попали. Я, хотя на этом форуме, на конгрессе, призывал людей: давайте мы отойдем от этих санкций и пойдем по другому пути, не политизируя, как говорится, наши взаимоотношения. Все согласны, да? Но проблема в другом. Проблема в том, что доступ к нам немножко неудобный, транспортный доступ, да, транспортная доступность. Мы сегодня ограничены одним потоком, да, бизнесмен не приедет сюда просто так, на его дорогу целый день приходится, то есть самолет он должен посадить в Адлер, он должен до Сухуми добраться, это 2-3 часа, туда и обратно 6-7 часов, то есть у него на это времени нет, понимаете, поэтому мы сейчас создаем проект вот по логистика, в первую очередь, первоначальная логистика, то есть доступность. Так, это первое. Второе, наверное, все-таки мы безопасность пока не настолько наладили, чтобы бизнесмен спокойно сюда приезжал. Это тоже играет свою роль. Но если мы сможем сделать вот тот проект, которым мы сейчас занимаемся, аэропортом, я уверен, что он обязательно осуществится. Мы недостаточно пока имеем возможности торговли через море. Торговый флот надо развивать. Мы вот не можем отделиться и закрыться от глобального мира, и в этом плане нам надо еще много чего делать.
Два корпуса второй Сухумской школы, пострадавшие от пожара весной этого года, после осенних каникул примут учащихся. Во всех классах проведены внутренние отделочные работы, установлены новые прочные двери, уложены паркетные полы, а в коридорах керамическая плитка. В помещении школьной столовой также был произведен капитальный ремонт. Здесь была заменена водопроводная система, установлена новая сантехника и проведена система горячего водоснабжения. Однако в административном здании учебного заведения ремонтно-восстановительные работы продолжаются. И пока здесь идет ремонт, ученики будут заходить в школу со стороны улицы Ардзенба. Кроме того, в данное время решается и вопрос организации учебного процесса. Центральная часть, историческое здание еще не будет готово, а у нас там 4 учебных помещения, то есть 8 классов нам негде будет поместить. Для 2 классов мы найдем резерв, а вот 6 классов мы решаем этот вопрос и даже посоветуемся с родителями, как лучше оставить 6 классов временно в Альфе в одну смену, как они занимались в первую, или как вот сейчас занимаются дети в Альфе, пустить их в 3 смены. Ну, вот этот вопрос мы будем решать. Конечно, и дети, учителя готовы заниматься в 3 смены. С 16 по 18 октября в Абхазии пройдет культурно-спортивный фестиваль «Абаза», инициированный Всемирным Абхазо-Базинским конгрессом. Фестиваль пройдет в 2 этапа. Первый пройдет в Гудауте. Это турнир по вольной борьбе на кубок председателя Высшего совета ВАК Муссы Игзекова. Ожидается прибытие на соревнования спортсменов из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, а также из городов Калининград и Сочи. Второй этап – культурная составляющая фестиваля. В Сухуми на набережной Махаджиров будет организован большой праздник для всех гостей фестиваля. Центром сценической программы станет театрализованная реконструкция старинного абазинского обряда привода невесты. Также в развернутом выставочном шатре запланирована совместная экспозиция из коллекции Абхазского государственного и этнографического музеев. У Муссы Игзекова возникла идея и необходимость сплочения абазин, которые проживают в Карачаево-Черкесии. Так ему пришла идея создания фестиваля. Таким образом и появился фестиваль, первый фестиваль Абаза в 2013 году. И, честно говоря, первые 2 года не так много людей отреагировали на его призыв к сплочению, к тому, чтобы показать через спорт и культуру наши традиции, наши обычаи. Вот уже прошло 6 лет с того момента, и самый последний фестиваль, который прошел в июле месяце 2019 года, собрал уже в общей сложности за 3 дня около 2500 человек. Буквально пару лет назад Мусе Хабаровичу поступила такая просьба организовать подобный фестиваль в Абхазии. В этом году общими усилиями получилось подготовиться к проведению первого культурно-спортивного фестиваля «Абаза» в Апсны. Главной составляющей является идея сплочения абхазо-абазинского народа. И мы решили реализовать эту идею через призму нашей общей истории. Именно поэтому в фокусе внимания фестиваля так много этнографических и исторических материалов. Мы хотим продемонстрировать общность нашей культуры, общность наших материальных ценностей, параллельность развития наших этнических корней. Именно для того, чтобы мы понимали, кем мы являемся сегодня, нам нужно широко рассказать и осознать, кем мы были в прошлом. 12 октября на исторической поляне села Лыхны Гудаутского района состоялся праздник Лыхнашта, на который съехалось множество гостей со всех районов республики, в числе которых был и президент Рауль Хаджимба. Все села района представили свою продукцию на импровизированных двориках. Повсюду щедрые дары осени, овощи, фрукты и разнообразные национальные блюда. Здесь же народные умельцы продемонстрировали свои работы. В программе мероприятия также были соревнования по традиционным народным видам спорта, скачки на различные дистанции, конно-спортивные игры. Хореографические и вокальные ансамбли республики порадовали гостей мероприятия своими концертными программами. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго!